Polta'da Baltika Bolu tenisine gideceğim. Hemen 5 çılar. Bu çılarlarından sonra Bulgarya. Пальцы. Когда там Америка. Товарищи Желаем здравствуйте. Там Америка. Приветствую. Senin undan şam kizege bekleyin atırmak için kopi yüzüge ma праймас рай на как кизege işini şeyler сердечный шаг болзун. Kolay Serbet. Bunda buralar attırdı. Yenge bilmezken. Yencende Санкт-Петербурга, Ленинград, Любительный ile bıraksa, ile ona немістен артына фашистсен. Шарнада енченде хула Санкт-Петербург bunu болған, ona Питер бір күнда елетші, Ленинграда по майорама.
дорогой для каждого человека день, 9 мая, поздравить вас, наших товарищей, наших коммунистов, наших ветеранов, наших комсомольцев, всех вас с великим праздником Днем Победы. Безусловно, этот праздник будет самым главным еще ни в одном поколении, и мы должны его чтить, передавать из поколения в поколение, чтобы наши дети, наши внуки, их дети все знали и помнили об этом празднике, о той цене, которую пришлось заплатить советской армии, советскому народу в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Мы, безусловно, должны быть и всегда на высоте, и мы должны всегда идти так, чтобы всем ветеранам было не стыдно за то, что делает сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации и наш комсомол.
Мы вам, уважаемые наши ветераны, твердо обещаем одно, что мы будем беречь Красное Знамя, мы будем беречь честь партии, мы будем беречь наш этот святой великий праздник. Хотелось бы очень пожелать всем вам здоровья, счастья, благополучия. И я хочу вам твердо сказать, что впереди нас ждут с вами еще баталии на политическом поприще. Вы знаете, что состоятся выборы в Государственный Совет и в Государственную Думу, которые пройдут в сентябре. Мы твердо вас заверяем, наши уважаемые ветераны, мы не посрамим красный стяг, мы выступим единой, мощной командой и добьемся результатов. С праздником, с Днем Великой Победы, уважаемые товарищи! А сейчас по традиции, безусловно, Товарищи комсомольцы и все присутствующие, вы сегодня газеты получите про город, там мое фотографическое, все ваши поздравления прочитайте. Что я хочу сказать, дорогие товарищи? Мы сегодня собрались почтить память тех, которые погибли, которые защищали нашу Родину, в том числе и ваши отцы, так как мои отец и братья моих всех. В это Великое Отечественное ни одна семья не осталась, чтобы не касалась это фашистская Германия, которая напала на нас. Вот показывали фильм «Защита Москвы». Вот я вчера смотрел, с часу ночи до без 15:04 закончилось. И вот там показывали, как все наши защищали. Я просто плакал, когда смотрел, потому что мой отец по державам погиб, и другие родные погибли. Почему хочу сказать вам? Вот который бы этот фильм показывали, я как раз там и проходил службу. Начался Бород, Петрищево, потом под Москвой, все. Я служил, Старицу освободили, как освободили от Москвы, когда фашисты обогнали. Я как раз в Старице служил, потом в Варшаве, потом в Смоленске. Мне вот это, который показывали, как раз я там службу проходил, товарищи. И мне было, конечно, очень приятно, что вот наши, когда под Москвой погнали фашистов. У меня сердце разрывалось, вот это смотрел фильм, который и не мог уснуть. И так до утра, где-то на час, наверное, уснул. Почему хочу сказать? Спасибо вам, товарищи, что вы пришли, почтили. Я многим звонил. Вот знаете, наверное, который мне звонил, до всех не мог дозвониться. Многие сами должны были брать. Но желаю вам самое главное, что мы победили этот фашизм. Победили, и мы гордимся этим. И будем продолжать объяснять детям, рассказывать о победе. Наша задача офицеров, союз офицеров, в школах побывать, рассказать, потому что не знают все, о чем, как проходила вот эта война. Я многим встречаю, говорят, Гитлер герой Советского Союза, до чего мы дожили? И говорят, Англия, Франция, Америка победила войну. Начали все разлагать. Сейчас вроде Владимир Владимирович начинает. А сколько лет прошло, которые уже 30 лет эти молодежи, которые долдыли, все говорили, что это мы, не мы. Это не, нам не позор, вот такой, что мы воспитываем поколение, воспитали. Они сейчас по 30 лет, вот эти, которые им мозги, это молодцы комсомольцы, хоть у нас молодцы хоть есть, думают хоть да. Но ведь отцом, много детям я встречаюсь, говорю, даже не знаю, кто такой Жуков, кто такой Гагарин. Даже вот это не знают дети. Но министр образования сейчас, молодой, выступал по телевидению. Мы будем отбирать книги, которые выпущены в 2013 году. Будем новые вроде. Теперь будем изучать. Потому что, говорит, вот Сталинградская битва, и это там скотч, все это. Но это действительно так, дети у нас не знали. Я вот, понимаете, у меня душа болит, потому что я потерял своих совка, и вы все, каждый потеряли своих родных. И рад о том, что вы сегодня пришли, и вот радуюсь это молодежи, которая стоит сзади вас. Всех вас поздравляю праздником, Днем Победы, и сегодня всем прийти поздравить своих близких, родных, и разрешаю выпить 100 грамм. Всем обязательно, как положено, Великой Отечественной войны положено было, как положено было 100 грамм.
Так что поэтому поздравляю всех с наступившим праздником. Желаю вам всем здоровья, счастья. Это нелегкое время, капиталистическое время, которое Россия сейчас проводит. Вы газету прочитаете, там все написано про город, что получает. Увидите, прочитаете. Всех вас с праздником и здоровья всем вам.